Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Как сообщила пресс-служба президента Республики Таджикистан, очередное послание президента Республики Таджикистан о основных направлениях внутренней и внешней политики республики высшему законодательному и представительственному органу страны Маджлису Таджикистан будет представлено в январе 2021 года. Сегодня в столице страны состоялась 4-я сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 6-го созыва. В заседании приняли участие председатель города Душанбе, первый заместитель председателя, заместители, председатели, руководители структурных подразделений и председатели районов столицы, руководители правоохранительных органов, центральных исполнительных органов, руководители организаций и предприятий города Душанбе, а также представители средств массовой информации. Страны состоялась 4-я сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 6-го созыва, на которой депутаты обсудили вопросы о проекте бюджета города Душанбе на 2021 год и утверждении бюджета города Душанбе за 2019 год, выполнение государственных программ и плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе в сфере народных ремесел и туризма, отчет председателя города Душанбе об итогах социально-экономического развития города Душанбе за 2020 год и задачи на 2021 год. Также были рассмотрены и проанализированы постановления председателя города Душанбе. В начале сессии был рассмотрен проект бюджета города Душанбе на 2021 год и утверждено исполнение бюджета города Душанбе за 2019 год. Маджлис народных депутатов постановил принять бюджет города Душанбе на 2021 год по доходам и расходам в сумме 2 миллиарда 316 тысяч миллионов 300 тысяч сомани. Также был утвержден отчет об исполнении бюджета города Душанбе за 2019 год по доходам в сумме 2 миллиарда 53 миллиона 303 тысячи 587 сомани и по расходам в сумме 1 миллиард 958 миллионов 709 тысяч 766 сомани. На сессии также было проинформировано, что согласно предварительным статистическим данным, объем валовой региональной продукции за этот период составил 10,4 миллиарда сомани. Реальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4%. Вклад в валовый внутренний продукт составил 19%. В 2020 году развитие комплекса региональной продукции обеспечено в основном за счет увеличения объема производства промышленной продукции в размере 106%, финансирование в основной капитал 105%, оборота торговли 103%, платных услуг 106% и перевозки грузов 109%. В 2020 году в столице страны, городе Душанбе, приступили к деятельности 33 производственных предприятия и цеха с созданием 1600 новых рабочих мест, что по сравнению с этим же периодом 2019 года больше на 800 новых рабочих мест. Наряду с этим, в результате ввода в эксплуатацию предприятий и цехов, а также повышения их производственного потенциала, было создано более 24 тысяч новых рабочих мест. Несмотря на распространение инфекции COVID-19, в этот период были приняты необходимые меры по обеззараживанию, обеспечены положительные тенденции большинства социально-экономических отраслей и устойчивость основных экономических показателей города. Об этом проинформировал председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, на 4-й сессии Маджлиса народных депутатов города Душанбе 6-го созыва, которая состоялась сегодня в здании Центра стратегических исследований. На сессии уважаемый Рустам Эмомали в ходе представления отчета о проекте бюджета города Душанбе на 2021 год и утверждении бюджета города Душанбе за 2019 год отметил, что объем производства промышленной продукции 475 промышленных предприятий составил 2,4 миллиарда сомани. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 106,2%. На сессии также было отмечено, что по состоянию на 1 декабря 2020 года в столице выработано тепловой энергии для 2560 объектов, что составляет 101% от предусмотренного плана. Согласно статистическим данным, в 2020 году было произведено 1,4 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целях рационального использования электроэнергии и предотвращения ее хищения, особенно в зимний период, Рустам Эмомали поручил отраслевому заместителю совместно с правоохранительными органами города, соответствующими городскими и республиканскими структурами проводить проверки и разъяснительные работы в организациях и учреждениях среди жителей столицы.
В настоящее время строительные работы ведутся в 450 зданиях и сооружениях Душанбе, но согласно наблюдениям, в строительном секторе все еще имеются недостатки и недочеты. В этой связи уважаемый Рустам Эмомали поручил ответственным структурам города, в частности Государственной приемной комиссии, наладить тесное сотрудничество с правоохранительными органами столицы для отбора ведущих компаний, которые имеют реальный опыт строительства, а качество их работы соответствует требованиям отрасли. Комитету по землеустройству города также было поручено ужесточить контроль в этом направлении и в сотрудничестве с правоохранительными органами принять необходимые меры по предотвращению самовольного строительства и захвата земель на территории прилегающих к городу районов. В связи с празднованием 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан и проведением политических мероприятий в Душанбе первому заместителю председателя города, заместителям председателей и председателям районов поручено регулярно проводить субботники во всех городах и районах, государственных и общественных учреждениях, принять меры по повышению уровня и качества услуг, предоставить современное оборудование для утилизации отходов и полностью охватить клиентов контрактами, а в 2021 году уделить особое внимание оздоровлению предприятий по утилизации отходов. Также председатель города поручил председателям районов, правоохранительным органам и соответствующим структурам принять необходимые меры по обеспечению изобилия потребительских рынков для устранения посредничества и обеспечения здоровой конкуренции с использованием рычагов, предусмотренных законом, особенно путем ввоза зарезервированной продукции, а также с целью обеспечения выполнения плана налогов, уменьшения налоговых недоимок и большего привлечения иностранных инвестиций в 2021 году. Было подчеркнуто, что согласно указанию правительства Республики Таджикистан, до наступления Нового года на территории города проводятся ярмарки продажи сельскохозяйственной продукции. Уважаемый Рустам Эмомали выразил уверенность, что славные жители города Душанбе встретят национальный праздник 30-летия государственной независимости великими свершениями по созиданию и благоустройству, с новыми силами и твердой волей во имя процветания нашей столицы. Ежедневно в Душанбе обслуживают пассажиров более 320 автобусов, 70 троллейбусов и 1200 маршруток, а также 1800 такси, представляющих частные компании. С 2017 по 2020 год в городе было открыто 15 новых автобусных маршрутов, что поспособствовало улучшению доступа населения к услугам пассажирского транспорта. В целях своевременного обеспечения жителей и гостей города общественным транспортом и улучшения транспортных услуг исполнительным органам государственной власти города Душанбе в последние годы приняты все необходимые меры по совершенствованию системы обслуживания пассажиров. В городе ремонтируются и расширяются дороги на улицах и проспектах, что способствует развитию благоприятных условий для улучшения транспортных услуг. С 2017 по 2020 год в городе было организовано 15 новых автобусных маршрутов. За этот период по маршрутам отправились 403 автобуса и 73 современных троллейбуса. Ежедневно на маршруты отправляются также более 1200 маршруток и 1800 такси. Открытие новых автобусных маршрутов в столице способствует более комфортной перевозке пассажиров и удовлетворению потребностей жителей и гостей столицы в транспортных услугах. Еще одно достижение отрасли – внедрение системы электронных платежей в 2017 году. Исходя из этого, сегодня на всех автобусных и троллейбусных маршрутах города действует система безналичной оплаты проезда с учетом льгот для пассажиров. Обеспечение энергетической независимости страны является одной из стратегических целей нашего независимого государства. Правительство Республики Таджикистан, используя все средства для достижения полной энергетической независимости, реализовало масштабные проекты по развитию энергетического сектора, чтобы в любое время года обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии жителям страны. Но для того, чтобы отпала необходимость введения ограничения на подачу электроэнергии, мы должны уделять самое серьезное и первостепенное внимание бережному, рациональному и целенаправленному использованию электроэнергии в каждой семье, организации и учреждении, на предприятиях и производственных объектах, независимо от форм собственности. В настоящее время энергетические ресурсы играют важнейшую роль в мировой экономике. В условиях топливно-энергетического дефицита на первый план выходит проблема энергосбережения. Причем она становится глобальной проблемой всего человечества, а не только отдельных стран и регионов. Эффективное использование материальных ресурсов, энергосбережение – это объективно обусловленная мировая тенденция.
Гидроэнергетические ресурсы нашей страны огромны и являются нашим национальным богатством, рациональное использование которых может обеспечить устойчивое экономическое развитие и усиление экспортного потенциала страны. Развитие энергетики в Таджикистане способствует развитию промышленности, созданию новых рабочих мест, повышению уровня благосостояния и процветанию народа страны. Строительство и введение в эксплуатацию гидроэлектростанций различных мощностей, в числе которых гидроэнергетические гиганты, такие как Рагунская и Нурекская ГЭС, налаженная работа линий электропередачи и труд энергетиков обеспечивают подачу электроэнергии в дома, предприятия и учреждения, освещая города и районы нашей страны, создавая тепло и уют. Правительство Республики Таджикистан, используя все средства для достижения полной энергетической независимости, реализовало масштабные проекты по развитию энергетического сектора, чтобы в любое время года обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии жителям страны. Но население страны также должны проявлять гражданскую ответственность и использовать энергию эффективно. Ведь экономное использование энергии является залогом стабильного электроснабжения. В наше время быть бережливым значит быть образованным и современным. Ведь экономя электроэнергию, мы экономим и собственный бюджет, и заботимся об энергетической независимости всей страны. В Таджикистане с 10 декабря работает единый республиканский штаб по проведению разъяснительных работ по рациональному использованию электроэнергии и выявлению случаев незаконного подключения к источнику электроэнергии в каждом городе и районе. Рабочими группами осуществляется проверка системы потребления электроэнергии каждым гражданином, предприятиями, организациями, независимо от форм собственности. Следует отметить, что после создания рабочих групп потребление электроэнергии снизилось на 10-20% за счет экономии. 99% электроэнергии в нашей стране вырабатывается за счет воды, то есть снабжение населения электроэнергией и экономика непосредственно зависят от водных ресурсов. По оценкам специалистов, объем водно-энергетических ресурсов в настоящее время весьма ограничен, а запасы снега в речном бассейне страны по сравнению с 2019 годом уменьшились на 44%. Из-за сокращения воды в реке Вахш в последние месяцы и уменьшения ее ресурсов более чем на 2 метра по сравнению с предыдущими годами, компания Барки Тоджик обратилась к гражданам с просьбой рационально и ответственно потреблять электроэнергию и не допускать ее перерасхода. Ведь только экономное и рациональное использование электроэнергии каждой семьей, всеми организациями и учреждениями может гарантировать, что мы преодолеем зиму без каких-либо ограничений. Зумрат Вайзиева, Дильшоди Хушвахт. Новости. Уважаемые телезрители, на этом у нас все. Это была вся информация, подготовленная к этому часу. Оставайтесь с нами в нашем канале и до встречи.